еще со времен 94-5 года еще на нашей территории. Лондонский деятель занимается, собственно говоря, провокацией, работой против нашего государства еще с тех пор. Но стоит нам помнить о том, что когда шла война, и у нас были переговоры, и они принимали решения на переговорах после того, как басаевская команда пошла в Буденновск и вернулась, Россия должна была вести переговоры. Тогда наши воины заставили Россию, собственно говоря, сесть за стол переговоров, и эти переговоры по-разному интерпретируют разные деятели, особенно российские и их агенты влияния. На этих переговорах были допущены ряд ошибок, и после того, как была допущена первая ошибка, наша делегация была изменена, то есть она была добавлена в составе этой делегации. Добавлен был один человек, это был я, как председатель парламента, я был введен в нашу делегацию, мы вели там переговоры. Дело было в том, что тогда наша делегация подписала с российской делегацией протокол о том, что поход Басаева на территории России, что это террористический акт. Это как сегодня, когда украинская армия зашла на территорию Курской области, захватила, и они утверждают, украинцы, мол, террористы, а они не террористы. Вот такой ход был сделан. И в этой ситуации участвовали вот эти лондонские деятели, и они после этих переговоров и гибели первого президента заявляли, что мы не призываем о том, чтобы признать наше государство как независимое. Это уже с тех пор идет, и мы это все знаем. После этого был ряд таких нарушений, которые грубо попирали нашу Конституцию и нашу государственность в пользу Кремля. Вот этого достаточно, когда мы говорим, что эти люди, приехав здесь на Запад, проводят прокремлевскую политику на Западе и в самой Украине. И почему тогда политики, которых мы знаем, литовскими, эстонскими, германскими, политики, которые были в Европарламенте, которые были в Совете Европы, которые были руководителями этих республик и главами этих парламентов, они почему-то поддаются, как и, допустим, американские некоторые политики, которые тоже встречаются с этой командой и ведут какие-то работы, якобы они занимаются проблемой чеченского народа. Но как может заниматься проблемой чеченского народа, если эта платформа стоит на основе того, что Чеченская республика является частью России? Эти люди принимали эти документы, они принимали это в разные времена, в разные годы. В 2001, 2002, 2003 году, потом в 2004 году, в 2007 году. И эти все документы излагаются. Неужели эти политики Европы, эти политики, скажем, Америки, которые бывшие или прошлые, они практически не действуют, эти люди, но они, имеют авторитет и встречаются с этими нашими самозванцами, получают от них награды, которые они сами придумали. Представляете? И в той же Украине бывших политических первых лиц и даже действующих некоторых. Почему это происходит? Практически дело в том, что эти люди, которые принимают эти побрякушки от них, они все понимают прекрасно, и просто играет поддавки с этой командой. Но было бы ничего, если бы они играли поддавки с этой командой. Но в то же время это говорит о том, что они не считают нужным бороться за справедливое решение по деоккупации территории нашего государства, даже тем, что они общаются с этими людьми, которые сегодня и тогда продолжают работать против нашего государства, прикрываясь нашими атрибутами, называя себя членами нашего правительства, кабинета министров, возглавляя и министр разные. Никакие министры из этих людей не являются таковыми, тем больше должность премьер-министра
у нас называется и возглавляет его президент. Поэтому здесь я хотел бы предостеречь этих бывших политиков Европы и бывших политиков в странах, будь это СНГ, Советского Союза бывшего, что это будет оценка дана именно вот в таком плане. Как можно принимать людей, которые работают и сегодня, и вчера на Кремль, уходя от основы нашего государства, Декларации общенационального съезда чеченского народа и Конституции нашей республики. Жаль, что вот такие вот очень известные даже люди принимают этих людей и с ними вместе вот закручивают вот эти вопросы, как будто бы они заинтересованы в нашей проблеме. Этого нет. Члены президиума правительства это хорошо понимают, о чем речь, и поэтому мы говорим, если вы хотите в этом вопросе нам помочь, то для этого есть легитимная власть в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, которая имеет полномочия от нашего народа. Среди нас есть люди только те, которые избраны нашим народом в 1997 году на очередных выборах, которые были подтверждены и решением ОБСЕ, что эти выборы состоялись. И люди, которые были назначены последним президентом, и люди, которые были избраны органом местного управления, эти люди, их до 4500 человек. Поэтому нужно к этому относиться серьезно, если вы переживаете за нашу чеченскую проблему. Мы потеряли около 250 тысяч убитых людей от этой имперской России, и сегодня потакать этой империи, это значит предавать свой народ, предавать будущее наше поколение. Это один вопрос. И второй вопрос, который я хотел бы сказать по поводу того, что происходит вот на Западе, разные деятели, движения, блогеры, разные так называемые политики, общественные движения пытаются выдавать себя за представителей чеченского народа или представителей Чеченской Республики Ичкерия. Даже пытаются выставить себя представителями чеченского государства и от имени его выставлять какие-нибудь там решения, вести какие-то встречи. И эти люди, не имея никаких полномочий от нашего государства, сами себя назначая, собираясь в какое-то там количество людей на Западе, называя себя то тем, то тем, то тем разными деятелями, их деятельность тоже является антиконституционной, античеченской. Почему? Потому что легитимная власть, которая есть в лице президиума правительства Чеченской Республики, они пытаются игнорировать и ведут работу, направленную на дискредитацию нашего государства и нашей линии. В нашей Конституции прямо написано, что каждый гражданин нашего государства обязан заниматься поддержкой и проведением жизни нашей линии нашего государства и Конституции. Под какой бы, значит, они рясу не рядились по оправданию своих действий, в любом случае, если они не становятся, как говорится, защитниками чеченской легитимной власти, их деятельность является антиконституционной. Мы работаем на основе того, что мы являемся легитимным представителем нашего государства, и на основе того, что принято было до нас Конституции, законы по защите нашего государства, по решению вопроса деоккупации нашей территории, по признанию ее на международной арене и по, значит, восстановлению нашей личной власти на территории нашего государства. Все те, которые говорят, что нужно на территории Чеченской Республики прийти туда и построить новое государство, придумывая разные другие, значит, себе им названия, они фактически работают в пользу империи. Мы это предупреждаем, мы говорили об этом не раз. Теперь я хочу сказать всем открыто, именно нашего президента, что дело, которое занимается вот таким образом люди, они должны осознать и вернуться в конституционное поле.
если они ошиблись. Но если они не ошиблись и продолжают это делать, то мы говорим, что эти люди не имеют отношения к нашему государству. Никакая организация, никакая ассоциация, которая не зарегистрирована в Президиуме правительства Чеченской Республики Ичкерия, проблемами наших беженцев и проблемами, скажем, нашей диаспоры. Это, да, они могут заниматься. Но если они занимаются, скажем, части пытаются заниматься и говорят нашего народа и государства, это незаконно и неприемлемо. Вот эти два момента я хотел подчеркнуть и сказать тем, кто понимает или не понимает, или которые заигрывают с этими самозванцами и принимая от них разные награды, которые, во-первых, не наши награды, во-вторых, эти люди не имеют права, никакое право издавать и создавать какие-то там медали, ордена или грамоты. Это самозванцы.